В Кыргызстане средняя стоимость лечения в стационаре одного пациента с коронавирусной инфекцией составляет от 3000 до 120 тысяч сомов, в зависимости от степени тяжести. Сюда включены расходы на медикаменты, пребывание в стационаре, изделия медицинского назначения, исследования и анализы. Так, по расходам, то, что Минздрав заявляет о расходах от 3000 до 130 тысяч сомов, вполне может быть, потому что у нас есть несколько категорий больных. Это те, которые практически бессимптомные, они иногда находятся просто под присмотром врачей или вначале лежали, на них не было никаких расходов, они просто занимали койку, на них питание уходило. А до 130 тысяч сомов, очевидно, это расходы, которые входят на поддержание работы, если человек в реанимации, на поддержание работы искусственной вентиляции легких. Фонд обязательного медицинского страхования совместно с Министерством здравоохранения провели расчет размеров оплаты за лечение больных с COVID-19 и наблюдением за контактными лицами по фактическим затратам. Ранее стоимость лечения была рассчитана по рекомендациям ВОЗ и без учета расходов на лабораторное ПЦР-исследование, приобретение средств индивидуальной защиты и заработную плату, поскольку они покрываются из основного бюджета организации здравоохранения. Если раньше мы считали стоимость лечения по оперативным данным и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, то в настоящее время Министерством здравоохранения провели расчеты на основании данных по фактическим затратам Республиканской инфекционной больницы. Кроме этого, предусмотрена оплата больницам за случаи, связанные с наблюдением за контактными лицами. Лечение всех больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, как и наблюдение за контактными пациентами, независимо от их социального статуса и наличия гражданства, проводится полностью бесплатно. Ранее во время брифинга заместителю министра здравоохранения Нурболоту Усинбаеву задали вопрос, во сколько обходится лечение больных коронавирусом у нас в стране. При этом приводился в пример Узбекистан, где на каждого пациента уходит $3000. Замминистра предположил, что у нас примерно такие же расходы. Его заявление вызвало негодование у пользователей социальных сетей кыргызстанского сегмента. По их мнению, лечение от коронавируса в Кыргызстане не может обходиться в такую сумму. Вы знаете, сейчас на сегодня мы еще не успели подсчитать тот социально-экономический ущерб от каждого случая. Но, наверное, примерно такие же расходы тянет наша страна на лечение, на медицинское обслуживание больных коронавирусной инфекцией. Шквал возмущенной критики не прошел даром. Опровергать слова своего подчиненного взялся лично сам министр здравоохранения, где назвал точную сумму. Так, стоимость лечения в Кыргызстане снизилась в 2 раза. В сумму входят расходы на лекарства, организацию койко-мест, на изделия медицинского назначения. Больных делят на 4 категории. На пациента с легкой формой уходит в среднем 7988 сомов. На пациента со средней тяжестью заболевания 16 тысяч. На тяжелую форму 74 тысячи. На критическую форму 118 тысяч. Стоит отметить, что в других странах сомнительные цифры с последующим опровержением уже являются основанием для проверки компетентных органов и создания государственной комиссии для ревизии всей бухгалтерии государственного ведомства, которая выдала в эфир противоречивые финансовые данные, отмечают специалисты. И по их словам, вполне возможно, что министра здравоохранения и его подчиненного могут привлечь к уголовной ответственности. Азамат Кендешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.